А как реагируют местные жители на местных или иностранных туристов? Ну, я скажу, что, наверное, лучше всех, где бы я Ага. не путешествовал. Я много думал об этом, но кроме того, что у нас прекрасный народ и прекрасные люди, очень гостеприимные, да, все-таки во многих странах люди очень хорошие, вот, и все-таки поток туристов у нас небольшой, поэтому наши местные люди, они пока не испорчены индустрией туризма, да, скажем так, и пока все проявления встречи с туристами, они настолько искренние, настолько открыты, настолько хорошие, что, так сказать, можно только надеяться, что вот эта тенденция сохранится еще долгие-долгие годы. Потому что вот этот момент гостеприимства, он очень, так сказать, развит сейчас. Тем более, так как мы живем в горах, и существование в горах очень тяжелое, она значит, развивает в людях взаимопомощь. И, так сказать, уже с молоком матери человек получает информацию такую, что если ты не поможешь в горах кому-то, да, то и тебе не помогут. Это вопрос выживаемости, поэтому, так сказать, вот это с нашими местными традициями и с устоями нашего народа, это совершенно потрясающее, уникальное сокровище, так сказать, нашего туризма, которое надо постараться сохранить как можно дольше. Какое-то приятное воспоминание из ваших путешествий, может быть, осталось у вас по сей день, может быть. Расскажите какое-нибудь. Ну, наверное, самое Приятное впечатление какое-то. Самое приятное — это восхищением Памира в первый раз. Ага. Я попал на Памир в 1981 году первый раз, и это была часть экспедиции альпинистской, хотя я был еще не очень взрослым, но мне удалось стать участником этой экспедиции. Мы отвечали за радиочасть, и одним из участников экспедиции был мой отец, который взял меня в эту экспедицию и, так сказать, привил любовь к горам также. Вот первая поездка на Памир, я был не подготовлен в том плане, что я не очень много знал о Памире. И когда я приехал и увидел природу Памира в первый раз, я был потрясен, потому что совершенно уникальные цветы и растения, которые нигде в мире ты не увидишь, да, эндемики, которых нет, цветовая гамма уникальная. Вот это сочетание темно-синего неба и ледников, и, значит, снега, и отражений, и животных, которые ты там увидел, это, конечно, непередаваемо, да, то есть я после этого был во многих всяких интересных местах и на Памире, но именно вот то ощущение, да, когда ты открыл глаза, ты не был готов к такому восхищению, вот это увидел, и то, что вот осталось, да, с тех пор. Поэтому Памир — это уникальное явление, и для меня это очень близкое, так сказать, и люди, и территория, и ощущения, которые там получаешь. И стараюсь хотя бы раз в год, хотя бы чуть-чуть времени там провести, чтобы
и сбалансировать свой внутренний мир, да, немножко и отдохнуть, и набраться сил на новые подвиги на работе. Да. دلم عاشق و ماهی در جان برایت میگیریم از دید و جان برساخیم ای باقی عاشقان به پروا ماه من مبتلا دل من Вот вы побывали во многих странах. Таджикистан с какой страной можно сравнить? Или как сам туристический потенциал Таджикистана, если сравнивать по всему миру? Очень, очень трудно вот так сравнивать, да, то есть если брать из тех стран, в которых я был, наверное, ни с кем. Вот именно тот же Памир, те же Фанские горы, да, там, где уже, когда ты проходишь и далеко в горы уходишь, это вот эта дикость, да, это мало где можно вот такого добиться. Та же, например, Швейцария или Франция в Альпах, да, то есть там все-таки это более организовано, там есть какие-то места, где туристы могут прийти. Юго-Восточная Азия то же самое, да, то есть как-то вот так получается. И нет, я бы сказал, что вот наша ниша, да, она пока не очень сильно занята. Может быть, соседний Кыргызстан, который мы рядом находимся, и Памир, и Тяньшань, и горная система, да, это с одной стороны очень похоже, с другой стороны очень разные, очень по-своему красивые места. Я бы не сравнил. Я бы вот так прямое сравнение не делал. А что тут необычного? Ну, в Таджикистане вот что нету сравнения. Ну, понимаете, перечислять по этому это очень трудно, да, потому что это надо посидеть и какую-то философскую мысль к этому подготовить. ну... Нет, я бы так не говорил. В основном это комплекс ощущений, которые ты получаешь. Во-первых, это, так сказать, твоя родина. Во-вторых, это места, которые ты каждый раз открываешь по-новому. Это люди, с которыми ты и путешествуешь, и встречаешься. Да? Это, опять же, для нас, наверное, это радость открытий, потому что каждое новое ущелье, каждый новый цветок, каждый новый кадр – это какое-то открытие. Да? То есть именно вот это сочетание и делает это уникальным. Я понимаю, что каждый, наверное, своей страной может похвалиться вот в этом плане, но мне кажется, что именно
сочетание географическое, значит, и этнографическое, и с точки зрения биологического биоразнообразия, да, то есть вот это сочетание, оно достаточно уникально. Может быть, ученые меня как-то со мной поспорят, но вот для меня это именно вот в этом состоит. Мгм. Ну, как правило, люди приезжают подготовлены, то есть они знают, зачем едут, потому что все-таки наш туризм, он специфический. Это не курорт, куда приезжают люди понежиться на пляже, да, то есть к нам приезжают люди, которые действительно любят горы. И для тех, кому это в новинку, путешествие в горах может показаться кошмаром, да. Те люди, которые привыкли к комфорту, к пятизвездочным отелям, к завтракам, там, чтобы были какие-то специальные блюда. Вот. Поэтому к нам приезжают все-таки подготовленные люди. Я знаю, что многие возвращаются, да, то есть мы говорили со многими людьми. Есть люди, которые, будучи, вот, кстати, наверное, самый такой яркий пример, которые приезжали к нам по работе, и потом они приезжают уже как туристы. Вот это сочетание тоже очень хорошее, да. Поэтому мне кажется, что потенциал у нас есть, много делается для того, чтобы этот потенциал, значит, расширить. Единственное, что, конечно, хотелось бы, чтобы этим занимались профессионалы. Да. Потому что иногда видно, что некоторые памятники старины восстанавливаются не совсем по рекомендациям, которые, например, ЮНЕСКО сделала, да, чтобы сохранить это потомкам. Некоторые вещи делаются, может быть, небрежно что-то, да. Поэтому хотелось бы, чтобы больше профессионалов было в сфере индустрии. Я думаю, что комитет по туризму прилагает большие усилия в этом направлении. Мы хотим сейчас шашлык сделать, а вы часто делаете какие-нибудь путешествия? Например, что-то приготавливаете еду? Естественно, мы едим каждый день. Ну, в Как путешествиях как у вас это проходит? Как правило, это простая пища. Шашлык нет, да, потому что для шашлыка нужны дрова, а на Памире дров нету практически, да, поэтому готовиться там сложно из-за высоты, из-за температуры кипения воды, это сложно. Необходимо иметь правильную посуду для того, чтобы это готовилось. Это скороварки, да. В скороварках шашлык не сделаешь. Шашлык — это когда едешь в зону отдыха с друзьями на какое-то мероприятие. Да, конечно, все мы любим шашлык. Когда в горах, как правило, предпочтение отдается пище, которая готовится быстро, просто, которая калорийная, которая может восстановить силы. Значит, поэтому шашлык в горах мы не делали ни разу. А какие блюда вы делаете в основном? В основном супы, то, что просто делается на обед и быстро. Значит, у нас есть полуфабрикаты, которые мы сами готовим, да, там полужареное мясо, которое бросается к какому-то пшену или гречка, или рис, или, ну, рис немножко дольше варится, ну, гречка, перловка, макароны, да, классика. Да. Вот, это все делается на ужин. Добавляется сухофруктами, добавляется какими-то энергетическими вещами. Вот, чай, крепкий, хороший чай. Обязательно, практически это много воды надо пить все время, а чай, он, так сказать, за счет того, что он стимулирует, так сказать, организм, обязательно надо пить много чая. То есть тут ограничений нет.
А какие климатические условия в горах, ну там высоко, к чему нужно приготавливаться в основном туристам, которые первый раз, например, хотят поехать в город? Ну, трудно опять сказать универсально, да, потому что в среднем турист должен там не замерзнуть и чтобы у него и не заболеть, скажем так, да. Поэтому, когда люди собираются в горы, они должны примерно ощущать высоту. То есть, если мы находимся в Душанбе и значит, здесь температура 30 градусов, он должен знать, куда он едет. Да? Да. То есть, если он едет на километр выше, среднее падение, если очень просто брать, каждые 100 метров это минус 1 градус. Да? То есть, если он на километр идет, получается уже минус 10 градусов. Да? Это не точно. Опять же, со мной специалисты будут, так сказать, ругаться, но для простоты расчетов мы берем не там 0,7 градуса, да, а мы берем 1 градус. Поэтому, если на километр поднимаете, минус 10 градусов. А если вы уезжаете в Душанбе плюс 15, то, соответственно, и поднимаете на 2 километра, то есть вы должны быть подготовлены. Да. Хорошая экипировка, хороший спальник, хорошая удобная одежда, тоже теплая, да, поэтому к этому надо готовиться, и чтобы путешествие не превратилось в кошмар, надо быть подготовленным. Но это все начнется шаг за шагом. Вот у вас палатка стоит, значит, палатка нужна быть правильно. Если вы на машине ездите, можно более комфортно взять. Если тащите на себе, каждый грамм палатки важен, да, то есть, например, у меня в снаряжении есть и палатка для машины, и для большой группы, и для маленькой группы, и для одного есть, который тащишь на себе. Ну, то есть, когда ты хочешь получить максимум удовольствия от своего приключения, то и готовишься соответственно. Ты должен взять именно правильные вещи, а не все за собой, потому что кузов машины или рюкзак – это вещь такая, которую нельзя перегружать. Я уже, блин, полностью настроение. Снова куда-то не туда занесло. Кайфетный хаски. Если в камеру, это уже негласный контракт. Человечно. Все понял, все понял. Это очень интересно. Знаете, я как режиссер тоже скажу. Мы просто хотим то домой. Время новых открытий.